Один из тезисов, сформулированный неоконсервативным окружением президента США Джорджа Буша-младшего в проекте «Новый американский век» накануне теракта 9 сентября 2001 года, сводится к тому, что американскому обществу нужен новый Перл-Харбор. Добрый вечер. Теракты 11 сентября 2001 года разделили американскую историю на «до» и «после», действительно сыграв роль нового Перл-Харбора. И вряд ли стоит сомневаться в том, что страны, оккупированные после этой трагедии, стали жертвами в соответствии с заранее подготовленной стратегией. Вопросы вроде тех, что стоило ли активизировать столь внушительные военные силы, чтобы наказать совершивших теракт, становятся чисто риторическим, если понять причины оккупации Афганистана, одной из беднейших стран мира, и оккупации Ирака, обладающего богатейшими в мире нефтяными месторождениями. Здесь нет логических связей, здесь есть стратегическая необходимость. Американцы по сей день сохраняют присутствие в регионах, обладающих столь важным стратегическим значением. В Афганистане американцам необходимо находиться, потому что он окружен такими обладающими ядерным арсеналом государствами, как Россия, Китай, Индия, Пакистан. В этот список можно включить еще и Иран. Также актуален вопрос, кто фактически контролирует Ирак, и не только Ирак, но и такой стратегически важный с точки зрения энергоресурсов регион, как Персидский залив и Ближний Восток. Возникновение ИГИЛ очень точно укладывается в эту концепцию, нацеленную на обеспечение устойчивости оккупации. Как и Аль-Каида, движение ИГИЛ необходимо Соединенным Штатам, чтобы наполнить эту концепцию смысловым содержанием. И никакого значения не имеет, существует ли угроза на самом деле. Активность ИГИЛ в регионе станет тем материалом, на основе которого США будут реализовывать свою оккупационную стратегию. На деле это происходит следующим образом. США фактически подготовили для ИГИЛ кадры, когда обучали армию и полицию Ирака, значительная часть которой вступила в ряды ИГИЛ. США продолжают готовить для ИГИЛ кадры, обучая неких добровольцев, якобы в борьбе с ИГИЛ, а на самом деле обученные американскими инструкторами бойцы потом уходят к террористам. США отдали ИГИЛ часть территории Ирака с военными складами, банками и нефтяными скважинами, что стало для ИГИЛ стартовым вооружением, капиталом и источником постоянных доходов. США снабжает ИГИЛ вооружением, техникой и боеприпасами, адресуя все это сирийской оппозиции, которая потом передает значительную часть поставок ИГИЛ. США закрывает глаза на финансирование ИГИЛ Саудовской Аравии, а может быть даже активно способствует этому финансированию. США закрывает глаза или даже способствует поставкам нефти ИГИЛ на черный рынок, в частности до последнего времени через Турцию. Вопросов безумно много, и мы постараемся обсудить некоторые из них с заместителем директора агентства «Грозный информ» Мовсаром Вараевым. Пожалуйста. Мовсар, западный мир после 11 сентября 2001 года очень быстро разделил свою новейшую историю на период, предшествовавший теракту 11 сентября, и на период, последовавший за этой атакой. Если первый период Запад рассматривает как закономерное течение событий политических, то период, последовавший за этим терактом, Запад зачастую рассматривает как последовательность событий, сконцентрированных в постоянном поиске врагов. Активизированный западными странами патриотизм на основе вот этого чудовищного действительно теракта, повлекшего в пределах 3000 человеческих жизней, казалось бы, действительно, вроде бы он очень хорошо укладывается в эту концепцию, предложенную Западом. Но это только в том случае, если мы не копнем
глубже. Есть очень много политических аспектов, кстати, подчеркиваемых многими экспертами, политическими экспертами, которые заведомо подводят некую логическую основу под этот теракт. И вот когда начинаешь копать именно эти особенности, появляется очень много вопросов. Так ли все гладко в этом террористическом акте? И так ли все закономерно, как представляет западная концепция, естественно, после того, как мы начинаем детально рассматривать действия, допустим, тех же самых спецслужб. Как вы считаете? Надо в первую очередь, знаете, вот, рассмотреть несколько исторический ракурс, в ракурсе рассмотреть этот вопрос. Допустим, у людей представление о мировых войнах как таковых, да, идет вот стереотипно еще с Первой или со Второй мировой войны, когда огромные армии, вооруженные до зубов, нападают на соседние страны, начинают их там порабощать, потом все больше и больше захватывая территории, пока не столкнутся с противником, который имеет такой равноценный потенциал. И вот тут начинается главное сражение, да, вроде за мировое господство. Но если посмотреть на причины, которые приводят к самим мировым войнам, да, допустим, с чего началась Первая мировая война? Там формальная причина была убийство австрийского эрцгерцога Фердинанда, да? Ну вот смотрите, был убит человек из царского, правящего монархического дома, да? И, следовательно, последующая мировая война, она как бы в себя вот такую концепцию вмещала, как война монархии между собой. Шла война между такими правящими домами Европы. Возьмем Вторую мировую войну. С чего она началась? Гляевицкий инцидент, да, когда эсэсовцы, переодевшись в польскую военную форму, напали на свой же приграничный пункт. И в итоге началась Вторая мировая война с этого инцидента. И она вот как бы дает обоснование всей мировой войне, второй, в каком смысле? Что страны нападают друг на друга, вот, и вот в таком формате война и продолжалась, пока она не закончилась. Что касается современной, скажем так, мировой войны, но мне кажется, что если в противостоянии участвуют такие ведущие мировые державы, как Россия, США, Англия, весь европейский континент, Китай, Ближний Восток, Турция и так далее. То есть говорить о Третьей мировой войне, я думаю, уже можно так открыто и смело. Да? С чего началась эта война? С теракта 11 сентября. Да? Следовательно, продолжение этой войны — череда терактов. То есть теракты. Каждый день мы слышим, что происходят теракты. И под этот шумок мировые державы, которые такие обладают такой воинственной риторикой, воинственными действиями, которые могут взять и вот любую страну, которая тихо, мирно проживает, под эгидой своих национальных интересов каких-то, да, могут взять, неожиданно объявить врагами их руководителей, сказать, что там все неправильно, сейчас вот мы принесем им демократию, и все будет у них хорошо. И потом появляются некоторые такие группировки, которые нацепляют на себя громкие такие ярлыки, там, скажем, если на Ближнем Востоке они касаются, отождествляют себя с религией ислам, например, да, что в корне неправильно. Скажем, на Украине это там правый сектор, националистические такие группировки, которые именно в Западной Европе появились. Вот эти группировки, они начинают сеять хаос. И вот я хотел бы еще одно, как я впервые услышал об 11 сентября рассказать. Я учился в Волгоградском государственном университете. В 2001 году я поступил туда как раз-таки. И 11 сентября где-то вот часам к 5 мы стояли в фойе общежития, и такая нездоровая суета пошла, что-то иностранцы забегали, начали звонить куда-то. Начали звонить и громко разговаривать, там кто-то уже за лицо схватился, плакали. В итоге уже ближе к вечеру, когда была возможность посмотреть где-то телевизор или там услышать, мы поняли, что произошел вот этот теракт. И для меня, человека, который вот вышел из зоны активных боевых действий, да, всю Первую и Вторую войну я провел в Чеченской Республике. И вот для меня было вполне очень странно услышать,
что где-то в такой благополучной стране, как Соединенные Штаты Америки, да, значит, с начала 90-х, когда мы начинали осознавать политику, вообще мир как таковой, вот мое поколение людей, нам всегда преподносилось, что США — это такое место, где все чуть ли не счастливы, что там нет никаких проблем, что они живут очень хорошо. Это после крушения Советского Союза, да. Вот. И в итоге было очень странно узнать, что в этом государстве прошел такой теракт, да. Государство, которое обладает буквально самой мощной армией мира, экономически не имеющее никаких социальных проблем как таковых и так далее, и так далее. Там происходят взрывы в самом центре Нью-Йорка, да, делового мира, вообще всего Запада. Вот. Что касается самого теракта, уже последующие исследователи, которые подетально разбирали этот теракт, они, конечно, пришли к разным противоречивым выводам. Сам вот этот визуальный анализ, он оставляет вопросы. То есть, и самое интересное, что рядом стоящее 47-этажное здание, где базировалась ЦРУ, ФБР и налоговая служба. Так тоже это здание аккуратно рухнуло, да, все 47 этажей. И когда рабочие начали разбирать эти завалы, то практически ничего не нашли. Даже очень мало обнаружили железа как такового. Что-то странно, как это здание упало. И вот эти моменты, они оставляют вопросы, для чего, почему и как этот теракт произошел. Как могло государство, которое обладает самыми лучшими технологиями, которое контролирует буквально передвижение всех и вся на этой планете, обладает там космическими спутниками, суперсекретными, суперсовременными, как они могли позволить самолетам сбиться с курса и аккуратно попасть в эти, говоря простым языком, да, если в эти небоскребы. Процесс трансформации, даже если он принесет революционные изменения, скорее всего, будет долгим. Ускорить процесс может только некое катастрофическое и катализирующее событие, нечто вроде нового Перл-Харбора, проект «Новый американский век» под авторством неоконсервативной партии США. Если копнуть глубже, то теракт 11 сентября, он как бы давал возможность, если, допустим, в XVI веке был принцип, естественно, границ, да, впервые высказан, кстати, королем Генрихом IV французским, когда те территории, на которых проживают люди одной национальности, они должны принадлежать определенному государству, да, то современный мир, он несколько далеко ушел от всего этого. Почему ушел? Потому что если мы поймем, что международные транснациональные корпорации или определенные банковские группы, которые в первую очередь пекутся о своем бизнесе и о своих интересах, для них пределы государств, они уже как бы суживают их экономические возможности. Следовательно, когда они хотят зарабатывать еще больше, каким-то образом строят экономику чьих-то стран, свои структуры, то уже, естественно, для поля деятельности у них вся планета. Проведение теракта 11 сентября и использование этого теракта в своих интересах, оно как бы давало, предпосылкой к этому были любые. То есть, если холодная война закончилась, если Советский Союз разрушился, следовательно, нужен новый враг. И этот новый враг нужен для чего? Для того, что, во-первых, скажем, оборонная промышленность, да, Соединенных Штатов Америки. Если во Второй мировой войне они всеми средствами вооружали нацистскую армию, то уже в современной, в 21 веке им нужен новый враг, чтобы реализовывать свою продукцию и зарабатывать на этом. История прошлого века должна научить нас стать сторонниками американского лидерства. Проект «Новый американский век». Тезисы, заявления о принципах. 1997 год. Давайте все-таки вернемся к причинам этого теракта. Явным или скрытым.
Возможно, конечно, что, пережив этот чудовищный действительно теракт, Соединенные Штаты просто воспользовались появившимися возможностями. Это одно. Но вот другой факт, вернее, другая сторона этого события. Как объяснить, что буквально за очень небольшой промежуток до предшествовавшей этому теракту неоконсерваторы открыто заявляют, что нужна общенациональная трагедия для того, чтобы сплотить американский народ в предстоящих очень жарких политических событиях. Это, во-первых, сейчас, секунду. Я ничего, конечно, не утверждаю, но обстановка в самом Афганистане, 2001 год. Идет противостояние Северного альянса под предводительством Ахмад-Шаха Масуда и Хекматияра, тоже очень влиятельного полевого командира, который возглавляет пуштунское движение. Северный альянс поддерживается Россией. И очень непримиримый предводитель этого Северного альянса яростно, непримиримо выступает против Соединенных Штатов. После того, как Соединенные Штаты вторглись, уже после теракта вторглись в Афганистан, движение Хекматияра пошло на сближение с американскими военными. Северный альянс ни при каких условиях не был готов на сотрудничество с американцами. И вот что самое интересное, буквально перед самым терактом 11 сентября Ахмад-Шах Масуд был умерщвлен. Его убивают, то есть убирают человека, который с ними на сговор не пошел бы. Я ничего не утверждаю, но информация к размышлению все-таки довольно-таки интересная. Согласитесь. Афганистан, он как бы использовался как плацдарм в первую очередь. И, во-первых. Во-вторых, в Афганистане шла нескончаемая война, и, следовательно, ослабленные группы, противостоящие группы, они, прежде чем они могли бы договориться и противостоять, да, американской агрессии, на это у них ушло бы время. Для того, чтобы разрушить, скажем, государство, где правящий режим достаточно силен, где хорошая армия и где нет боестолкновений, ну, нужна хотя бы формальная причина для того, чтобы вторгнуться в эти страны. Что касается Афганистана, то там причин всегда было много. Вот. Для чего? Афганистан — это территория, ну, опять же, согласно некоторым исследователям, да, территория наркопроизводства. Мы помним начало 90-х, когда американцы вели войну с наркобаронами Колумбии, когда вся Южная Америка была как бы под прицелом американских, буквально национальная гвардия даже выступала. И, следовательно, были в мире вот все те территории, которые могли производить наркотики и снабжать этими наркотиками людей, то они были несколько минимизированы, насколько это возможно. В Афганистане другая ситуация. Люди, ну, не сказать, что там, ну, вы сами сказали, что это беднейшая страна, во-первых. Во-вторых, ослабленная войнами. Следовательно, вечный постулат, да, поддержать там вот это повстанцы, а это нехорошие люди, мы сейчас повстанцев поддержим, так как они несут мир и добро. Вот это такую вещь использовали американцы в Афганистане и вошли в эту страну. И учитывая, что сейчас производство почти 90% наркотиков приходится на Афганистан, говорит о причинах, того, что одна из этих причин налицо, да, в первую очередь. Это первое. Второе, плацдарм, да, для нападения на остальные страны. Если, например, напасть на тот же Ирак, а при этом за тот период, пока американцы укреплялись в Афганистане, американская разведка вместе с европейской разведкой как бы узнавали,
кто являлся автором терактов, и нашли их, часть из них нашли в Афганистане, организаторов теракта, часть нашли на Ближнем, в Саудовской Аравии и так далее, и так далее. То есть очень удачно нашли. Там они благополучно молчат. Да, где им нужно, там и нашли. Даже если нет непосредственных доказательств связи иракского режима с террористическими актами, любая стратегия, направленная на искоренение терроризма и его спонсоров, должна содержать определенные меры для устранения Саддама Хусейна от власти в Ираке. Неспособность предпринять такие меры будет рассматриваться поражением в войне с международным терроризмом. Письмо авторов проекта «Новый американский век» президенту Джорджу Бушу 20 сентября 2001 год. Создается этот фонд. Создается фонд для чего? Для того, чтобы заявить, что угроза национальной безопасности Соединенных Штатов Америки находится на Ближнем Востоке. Убитых почти 3000 человек. Это для американцев простых, это как, я не знаю, лозунг, да? Вот за Ближнего Востока пришли грязные террористы, убили наших 3000 человек. В целях национальной безопасности, чтобы подобное не повторилось, мы должны этот Ближний Восток наказать. Как все просто они сделали. Мало того, что наказать производство наркотиков, наркоторговли и так далее, террористические акты, они нужны для того, чтобы туда вторгнуться. Конечно. Но опять-таки, ни в коем случае с этими негативными явлениями нельзя окончательно покончить, нельзя их уничтожать для того, чтобы свое присутствие в этом регионе сохранить. Дело в том, что постоянное присутствие американцев в любых точках мира – это выгодно той же оборонной промышленности. Идет постоянная война, то, следовательно, постоянная потребность в товарах, военной принадлежности. Да? Если, скажем, возьмем Вьетнамскую войну, то есть никто из вьетнамцев не организовывал теракт в Америке. Когда американцы вторглись во Вьетнам, то уже многие американцы, то есть простой народ, политики и так далее, те, которые действительно были патриотами своей страны, они как бы говорили о неправомерности этой войны. То да, есть, были большие движения. Да, и, следовательно, уже к захвату территории на Ближнем Востоке американцы подошли, учитывая уроки, скажем, из прошлого, да, начала 20 века. Поэтому им легко было оправдать свое присутствие в Афганистане, легко оправдать свое присутствие в Ираке и легко сейчас оправдать свое присутствие в Сирии. Почему? Потому что если американцы сейчас оставят Ближний Восток и вернутся домой, то следом за ним все эти террористы приедут в Америку и начнут убивать всех американцев. Вот именно на уровне пропаганды вот такое клише, оно и преподносится американцам. И поэтому народ, который слушает то, что говорит BBC, Рейтер, да, CNN, народ, который слушает вот эти медийные структуры, им преподносят ту картинку, которую нужно правительству, которое вмешалось в дела на Ближнем Востоке. И они поддерживают. Вот. На сегодняшний день, вот если взять нынешнюю ситуацию в Афганистане, американцам рано или поздно придется уйти из Афганистана. Почему? Потому что, во-первых, постоянно тратят людской ресурс. Но я понимаю, выгоды от этого много, но Афганистан находится своего рода как бы внутри ШОС. И он сам является наблюдателем Шанхайской организации сотрудничества. И в первую очередь Россия, тот же Китай, не настроен на присутствие почти у своей границы, да, гигантского воинского контингента Соединенных Штатов Америки, НАТО, что как бы их договор, внутри ШОСовский договор, он делает несколько нестабильным. Следовательно, если с стратегической точки зрения посмотреть, Афганистан так или иначе как бы освободится от американских войск. Это стратегия ближайших 10 лет, 10-15 лет. Ближний Восток.
Если до сих пор Аль-Каида обеспечивала присутствие американцев в Афганистане, можно ли сделать вывод, что современное террористическое движение, наиболее одиозное террористическое движение ИГИЛ, играет ту же самую роль? Если судить о преемственности, да, членов Аль-Каиды, например, те люди, которые зарождали Аль-Каиду, те люди, которые в большинстве своем на протяжении 20 века обеспечивали интересы США на Ближнем Востоке, ну, через Аль-Каиду, можно сказать, те люди, которые были завербованы спецслужбами западного мира в Аль-Каиде и действовали в интересах этих спецслужб, то как бы поколения меняются, приходят новые люди. С решающей поддержкой спецслужб США не менее 30 тысяч боевиков было обучено в Афганистане и Пакистане, в том числе и группа фанатиков. И один из них – это Усама бен Ладен. Я писал еще несколько лет назад, вот из этого выкормыша ЦРУ вырос Талибан в Афганистане, который подготовили в школах, финансируемых с помощью американцев и саудовцев. Андреас фон Бюлов, бывший парламентский статс-секретарь Министерства обороны ФРГ, в интервью немецкой газете «Тагес Шпигель» 13 января 2002 год. И контролировать, что все люди, которые приходят, скажем, ту же Аль-Каиду, они являются приверженцами идей западного мира, тоже как бы нет смысла утверждать. Следовательно, те люди, которые пришли Но это управляемый процесс. С одной стороны, да, но с другой стороны, всегда есть противодействие. То есть саудовские, ближневосточные монархии, да, Саудовская Аравия, Катар, Оман и так далее, Объединенные Арабские Эмираты, они все равно преследуют свои интересы в ближневосточной и мировой политике. Конечно. Следовательно, и там меняются правители, руководители государства. Следовательно, допустим, воспитанные в западных интересах, скажем, тот же армия Турции, да, которая в большинстве своем такая... Прозападная. Да, прозападно воспитанная. Сейчас, через 100 лет после Ататюрка Кемаля, стало ясно, что впервые кемалисты, они как бы потеснены. То есть они не смогли провести государственный переворот. То же самое произошло и в той же Аль-Каиде. То есть то новое поколение, которое пришло на руководящие посты в Аль-Каиде, они несколько дистанцировались от интересов Соединенных Штатов Америки и замкнулись на собственных интересах. Следовательно, для США и НАТО было необходимо уже новое объединение, которое как бы по-новому, да, все новое — это хорошо забытое и старое. То есть принципы появления этого объединения, оно те же самые, что у Аль-Каиды, но как бы люди новые. Если мы посмотрим на этих главарей ИГИЛ, следовательно, большинство из них, ну, не те, которые, даже те, которые были кадровыми военными армии Саддама Хусейна, они в большинстве своем сидели в американско-иракских тюрьмах. Сидели не 1 год, сидели по 5 лет, по 6 лет. То есть это достаточно времени, чтобы обучить человека всем тонкостям своего дела, того дела, на которое его готовят. И вдруг возникает ИГИЛ. Как вы вначале правильно заметили, неожиданно страна, в которой присутствуют все спецслужбы мира, которая напичкана армиями НАТО, Америка, Англии, ну и так далее, почти полстраны сдает ИГИЛ. То есть, причем очень быстро. Причем очень быстро, да. И преимущественно ту ее часть, где есть финансовая такая составляющая. Да. Это даже невооруженным взглядом видно, что это специально сделанная такая акция. И появляется ИГИЛ. Тоже совершенно неожиданно. Еще вчера мы об ИГИЛ не слышали. Сегодня это мощная, структурированная, финансируемое, имеющее значительные финансы и вооружение государства внутри государства. То есть вчера его не было, а сегодня оно появилось. И, следовательно, что об этом, какие причины, предпосылки? Если оно появилось совершенно неожиданно, следовательно, оно готовилось долго для появления.
И вот тот период с 2003 года, когда американцы хозяйничали в Ираке, это время для подготовки у них было. То есть почти 10 лет, да, если не больше. И, соответственно, ИГИЛ подготовили и под знаменем ислама, под знаменем халифата, то есть ту самую тонкую материю, которая задевает души 1,5 миллиарда человек на планете. И американцы ее достаточно долго готовили. И сейчас на Ближнем Востоке, вот смотрите, какая вот расстановка там сил. Если судить по последней вот операции Турции, да, по освобождению границы от ИГИЛ, то есть почему-то ИГИЛ очень быстро сдает территории турецкой армии, хотя по официальным данным на границу перешло 300 спецназовцев и 500 человек вспомогательного. Ну, это 800 человек всего лишь. Пусть даже турецкой армии, пусть даже натовской армии, но это всего лишь 800 человек. Они переходят границы, и буквально за день-два ИГИЛ начинает сдавать территории. Тут тоже есть пища для размышлений. Следовательно, какие-то интересы играют. Американцы, у них стратегия очень такая дальняя. Вот, например, возьмем стратегию «Анаконда». Она была придумана во время войны Юга с Севером в Америке. Предполагала собой отсечение Южной армии от портового зоны. И, следовательно, потихоньку как бы кольцо сжималось, и от этого она получила название стратегии «Анаконда». Таким способом Север удушил Югу. Эта стратегия, переформатированная в конечном счете, она была применена на Евразийском континенте. ИГИЛ и та ситуация, которая сегодня происходит на Ближнем Востоке, она одна из тактических сторон стратегии «Анаконда». Если, допустим, на азиатской части Евразии эта стратегия претерпела, как бы, не сказать, что поражение, но некоторые трансформации, единственная вот, наиболее удачная точка для удара – это Ближний Восток. Почему? Я объясню. С конца крушения Османской империи вот, Ближний Восток был как бы… Из Ближнего Востока взяли вот так, нарубили государство. Единственное, Турция, благодаря такой сильной национальной идее, Турция сумела сохранить свою территорию, да, в том виде, когда, ну, Анатолию сохранить в составе Турции, в том виде, в котором она и произошла. Остальные государства были налеплены по интересам Франции, Америки и Англии. Там и по границам видно. Да. И что получается? Получается, что, допустим, остались противоречия, огромное количество противоречий между населением, которое проживает на этих территориях. Из-за этих причин вот сегодня американцы имеют возможность, НАТО, вообще западный мир имеет возможность создавать хаос на Ближнем Востоке, играя на противоречиях. Но почему-то в монархиях, в Саудовской Аравии, в Объединенных Арабских Эмиратах, Омане, в Катаре и так далее, там почему-то ничего не происходит. То есть там люди живут хорошо, там мир, спокойствие, процветание. Все относительно, Мос. Все относительно, и все в этой жизни, как говорится, временно. Жизнь покажет. Я хочу вас поблагодарить за очень интересную, с моей точки зрения, беседу. Я так думаю, что мы пришли к одному, вернее, к самому главному выводу, что террористические движения при всей чудовищности их проявлений обеспечивают их создателям возможность контролировать территорию, присутствовать в режиме оккупации на этой территории и в определенный момент, трансформируясь, дают им возможность менять какие-то стратегические цели. Так или иначе, очень важный момент нашей беседы – это то, что террористические движения – это далеко не стихийные явления. Разумеется. Спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу. Я думаю, что перспектива Ближнего Востока предполагает еще долголетнее развитие. И у нас будет, наверное, о чем поговорить в будущем. Спасибо большое.
Немецкий нацизм в свое время поддерживали, чтобы перекроить Европу и уничтожить Советский Союз. Первое получилось, второе – нет. ИГИЛ поддерживают, чтобы перекроить Ближний Восток и уничтожить Россию. Первое постепенно получается. А вот со вторым у Запада, похоже, проблемы. Всего доброго.